В Сыктывдинском районе родная речь звучит в каждой школе, а почти 3 десятка образовательных учреждений и вовсе реализуют отдельные программы по сохранению и развитию родного языка. 2 детских сада в Ильгарте и Пажге являются пилотными площадками по погружению малышей в языковую среду. И на этом педагоги не останавливаются, постоянно ищут новые формы развития языка. Мы перед собой поставили задачу проводить побольше кружков во внеурочное время на коми-языке. И первые осенние месяцы показали, что они пользуются большим спросом. На занятия ходит много детей. Уважение к языку привить можно еще и с помощью этнотуризма, через знакомство жителей и гостей республики с местными красотами и самобытной культурой коми-народа, считает одна из участниц конференции «Коми-Войтер». В муниципалитете разработкой маршрутов занимается туристский центр, который открылся 2 года назад в Доме ремесел «Зарань». Несколько проектов уже на стадии реализации. Бура развивает особо охраняемая природная территория Каргардские легенды. Хорошо идет особо охраняемая природная территория Каргардские легенды. Здесь уже многое сделано. И проекты, и сувенирная продукция. В деревне Сёйты работает проект «Парное молоко». Там очень много людей бывает. Там жил Николай Михайлович Дьяконов. Сотрудничаем и с Усть-Вымским районом, с Эжвинским музеем Дьяконова. Глава села Слутка уверена, разумеется, развитие родного языка – одна из главных задач коми-народа, но не стоит забывать и про другие проблемы, например, дороги. Жители Слутки, Прокопьевки, Шеладора и Ипатова на себе испытывают все прелести бездорожья. Мы несем важным выснамен туяслёкмисне. У нас проблема не в том, что дороги старые, а в том, что их регулярно разбивает техника лесозаготовителей. По нашим дорогам вывозят очень много леса, и, конечно, наши старые трассы не выдерживают. Их построили десятки лет назад, и они не были рассчитаны на то, что по ним будут ездить многотонные машины. Наталья Косолапова считает, чтобы деньгами помогал не только регион, но и та компания, для которой возят лес по сыктывдинским дорогам. Эту инициативу в итоговую резолюцию конференции внесли дополнительно. Елена Кононова, Олег Жуковский, телеканал Юрган.